Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые представители муниципальных образований. Сегодня в Фонд Республиканского института развития образования проходит круглый стол, посвященный адресной методической помощи молодым педагогам. Действительно, данная тема интересует всех участников образовательных отношений. И сегодня в студии присутствуют сотрудники Института развития образования, представители опорного вуза Республики Коми и Кавказского государственного университета, молодые педагоги, их наставники. А также я хочу представить Иванова Михаила Юрьевича, председателя Коми республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. В нашей студии победители республиканского конкурса «Учитель года», представители муниципальных образований Печора, Кутыска, Ухта. Уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что сегодня будет интересный для семейный разговор. Мы намеренно выбрали такую форму, как круглый стол. Мы очень надеемся, что наш порядок выступлений позволит нам поставить не только проблемные вопросы, но и приобрести тот профессиональный опыт, который необходим нам для продолжения нашего проекта. Адресная помощь молодым педагогам. Мы должны ответить на вопрос, а что же такое наставник? Что мы понимаем под институтом наставника? Я очень надеюсь, что сегодня будет представлена лучшая практика наставничества, которая уже сформирована в нашем институте. Уважаемые коллеги, я бы хотела предоставить слово Юрию Анатольевичу Мусагину, кандидату педагогических наук, доценту, заведующему кафедрой общетехнических дисциплин и методики обучения технологий опорного вуза Республики Коми. Хотелось отметить, что наш университет в течение последнего года участвовал в федеральном проекте. Проекте, который был как раз и посвящен постдипломному сопровождению молодых педагогов. У университета есть хороший опыт. Да, спасибо. Вопрос по поводу участия в проекте. Ну, к сожалению, университет не так долго участвовал в этом проекте, это было всего полгода. Этот проект достаточно давно разрабатывался международным университетом. И там несколько семестров ему посвящалось, ну, это один семестр. И дальше несколько участников. По этому проекту и как ты видишь. Ну, в целом проект интересный и осуществить как-то сделать результат. Уважаемые муниципальные образования, подключаем презентацию. Мы очень надеемся, что вам будет хорошо ее видно. И если у вас возникают вопросы по ходу нашего общения, мы просим в нашем чате эти вопросы сформулировать. Пока запускается презентация, данная презентация была подготовлена, но не вся, я взял только буквально реперные точки всего проекта, да. Другой подготовкой студентов с этим проектом занимался Нижегородский университет педагогический именно. Проект достаточно успешно был, я так понимаю, заложен в Министерство образования его итоге, да. У них было 5 вузов, которые помогали, ну, им реализовывать этот проект. Читать можно? Да. На следующем слайде видно, вот какие этапы, в принципе, предусматривал этот данный проект. Первый этап – это формирование договора об обучении. И этот договор достаточно непростой получается, там он трехсторонний, это студент, это образовательная организация, куда он будет потом прикреплен, Министерство образования, такое.
сложный достаточно документ, нестандартный трудовой договор. От целевой подготовки, а потом в будущем он трудовой договор превращается в студенческий договор. Второй этап — это, естественно, самое обучение по индивидуальным планам. Третий этап — это комплексный экзамен готовности, и предполагается, что студент изучает 4 года по всем направлениям, то есть на втором курсе определяется студентов, которые лучше всех экзамен сдадут, и с ними уже дальше работают. Не со всеми студентами работают по целевой подготовке. Идея вообще всей этого мероприятия Минским университетом была изложена такая, что в целевой подготовке должны пройти лучшие студенты, те, которые показывают наиболее высокие баллы по экзамену готовности, да, и дальше работают с ними еще более плотно, получается. Они мотивированы изначально, и без следующего. Этих вот лучших отправляют в школы, а дальше они, не знаю, выражают своим интересом к профессии тех, кто учится не ребят. Вот, примерно так. Это не совсем целевое обучение, которое сейчас происходит, когда студент буквально видит, обучается, потом, возможно, приезжает, здесь как раз заявление лучше. И самое важное, что уровень профессиональной готовности определяется не после решения процесса обучения, а он определяется уже на 4-м, на 5-м курсе и формируется именно такое командное мышление. Поэтому в многих образовательных организациях появляется не один выпускник, студент, молодой педагог, а именно появляется команда, которая включается в том числе, да, и процесс профессионального становления, даже обновление зачастую образовательного процесса, этим новым идеям, новому мышлению. Да. Ну вот дальше. После экзамена проходит еще один семестр, потом выпускная квалификационная работа. Ну и составляется окончательный рейтинг. На основе этого рейтинга лучшие студенты заключают договор с образовательной организацией, где они будут работать. Да, вот. Ну и Минским университетом была разработана еще одна часть, это постдипломное сопровождение. И базируется она в основном на, во-первых, наставники закрепляются за уже выпускником. Этих наставников должно быть 2. Один от кафедры, который он заканчивал в институте, в университете, второй наставник в образовательной организации, где он работает. Дальше подключается электронный сервис, который был разработан специально для этого проекта. В рамках этого сервиса электронного, ну, получается, уже учитель, да, молодой учитель, может общаться с своими наставниками, потому что если учитель, который в школе, ну, они не могут общаться, а с преподавателем, ну, это на нас студентам, это проблематично. Вот, и то есть там можно общаться, там проходят они анкетирование, на психологическое анкетирование периодически. Дальше выкладываются уроков, видеозаписи и проводится анализ этих уроков. Ну, это сервисы. Плюс библиотека, необходимый материал можно выкладывать, может и новый учитель добавлять свои разработки туда, может и наставники добавлять, в принципе, библиотека и так наполнена была. Ну, примерно такой электронный сервис был разработан, он существует, но, ну, я знаю, его пока вот не работает. Если мы хотим этот электронный сервис не себя, то его нужно покупать, это не будет. Либо разрабатывать свой по этим параметрам, что я думаю, что специалисты технологий есть, зная параметры, можно сервис сделать. Вот примерно вот в таком ключе был выполнен этот проект. Мы поучаствовали, но еще раз говорю, это мы прыгнули только на ходячий поезд, запрыгнули. И немного что-то сложно прошло, но лучшие студенты, которые прошли,
Да, идеология проекта такова, что мы работаем с двумя категориями наставников. Первая категория нас определяется уже в период обучения студента в ВУЗе. Вторая категория наставников – это педагоги в образовательных организациях, в которых уже трудоустроены выпускники в рамках программы целевого обучения. И молодой педагог сопровождается последующие 3-5 лет двумя наставниками. Технология, которая представлена в рамках федерального проекта, это онлайн-сопровождение молодого педагога. В самой онлайн-программе уже представлены технологии наставничества, о которых мы тоже впоследствии будем говорить. Это, уважаемые коллеги, мы понимаем, что уровень федерации это тоже проблема, которая была решена через все-таки онлайн-наставничество, возможностью сотрудничества как представителей высшего образования, так и представителей общеобразовательных организаций Российской Федерации. Уважаемые коллеги, мы обратимся, каково может мнение наших выпускников, которые включены в проект. Я знаю, что у нас есть представитель Государственного университета, который в этом году была включена в проект. Татьяна, вы включались в проект. У вас было 2 наставника. Расскажите о своем опыте участия в проекте и вот именно ваше представление о наставничестве. Как оно сложилось уже после того, как вы были регистрированы в образовательную организацию? Она не помогает. Как она помогает? Но у меня сейчас тоже несколько я не могу подойти, если что делать, как сделать, что мне надо писать. Или он мне еще показывает там программные компьютеры, там нужно писать, нужно писать, потому что много информации, много все-таки что-то познавается, и вам этого помогает. Для вас очень важно, что в период социальной адаптации с вами рядом есть наставник, который использует разные технологии наставничества. Вы уже говорили, это коучинг, инвенторинг, и вам важно знать, что рядом с вами есть наставник, который при необходимости может вас провести именно по этому сложному пути адаптации. Скажите, а со стороны университета за вами был какой-то наставник? Николай, может быть, какой-то ваш опыт взаимодействия с образовательными организациями? Было ли сложно именно выстроить взаимоотношения наставников из университета и наставников образовательной организации? И как только пока вы намечаете свои пути сотрудничества? Вот у нас получается в университете, в рамках целевого проекта были уже 3 студента. Одна из университета, Татьяна Борисовна, Виктор Владимирович и Двое у нас находятся в городе Китае, Татьяна в 10-й школе, двое у нас в 18-й школе. И Виктор Владимирович у нас в районе. Получается, все они являются нашими магистрантами, окончание бакалавриата поступили на магистрскую программу, все они прикреплены к руководителям магистрских программ. И получается, я являюсь руководителем целевого проекта в рамках института, а каждый уже руководитель магистрской программы ведет уже своего наставника в рамках целевого проекта. В рамках научной деятельности. В рамках вот этого направления вот так пока организовано у нас работа. Можем представить Николая Терентьева, директора Института педагогики и психологии Федерального государственного университета, руководитель Совета по развитию педагогического образования. Коллеги, может быть, вопросы именно по этой форме взаимодействия? Это новая форма, которая впервые была именно включена в процесс подготовки молодых педагогов в университете. И вот эта форма, она обсуждаема, она только отрабатывает с точки зрения технологий, формы сопровождения. И мы понимаем, что, конечно, есть еще проблемы именно выстраивания взаимоотношений между наставниками из университета и наставниками образовательных организаций. Хотя я понимаю, что каждый из наставников, он свою траекторию уже выстроил, именно траекторию взаимоотношений
отношений с молодым педагогом, есть у руководителя магистров, есть план его сопровождения, то, конечно, и у наставников от организации тоже есть свой план. Мы хотели, чтобы они еще каким-то образом были между собой соединены. То есть такая транзакция должна произойти. Спасибо, коллеги, спасибо, это хороший, интересный опыт. Коллеги, я передаю слово Михаилу Юрьевичу Иванову. Михаил Юрьевич, мы бы с вами, наверное, представили ваш опыт, и вы, думаю, начнете представлять опыт работы молодежного совета Республиканского профсоюза работников народного образования и науки. Это тоже? Ну, все можно считать формой. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо институту, коллективу, руководству за то, что вы обращаете пристальное внимание на молодых специалистов. Вообще, цель-то у нас привлечение и закрепление молодых специалистов в нашей отрасли. Что из них важнее, я не знаю, что из них труднее, я не знаю. Важно то, что уже когда учится студент, ему надо помочь определиться, а правильно ли он выбрал эту профессию, потому что работа с детьми – это работа не для всех. Это работа с самым деликатным материалом в мире – это дети. То есть он уже должен определиться, а правильно ли идет. И когда он приходит на место работы, важно, как его встретить. Помимо методических рекомендаций, сопровождения и так далее, да, существуют еще социально-бытовые условия. И вот у нас вот эти договора целевой контрактной подготовки, университет молодец, всю работу провел, готов там и с новыми, и со старыми, и с третьего курса, и с первого курса заключать и так далее. А у муниципальных образований на сегодняшний день просто нет никаких условий вписать туда условия материальные, где они будут жить, какую зарплату они будут получить и так далее. Но эта проблема, если у нас молодые специалисты будут ждать, что ее кто-то когда-то решит, она будет решаться еще очень долго. Она, в принципе, решается уже несколько десятков лет. Можно еще несколько десятков лет подождать и уже стать самими наставниками. Поэтому создание молодежных советов преследует собой очень важную цель. Когда молодые специалисты в каждом муниципальном образовании собираются вместе, встречаются с органами власти, с работодателями и ставят перед собой проблемы. И работодателям и органам власти надо доказать, что они не просто так ставят эти проблемы, что они действительно выбрали профессию не случайно, что они собираются здесь жить и работать, поэтому их проблемы надо решать. Значит, на сегодняшний день у нас работают эти советы пока, можно это в 4 городах, да, ну понятно, Воркута, Усинск, Ухта и Сыктывкар. В январе месяце мы будем собираться в городе Воркута. Там уже будут представители 12 муниципальных образований. Мы хотим как бы пообщаться, чтобы они между собой пообщались, поставили проблемы. Естественно, опять проблема наставничества. Они сами по себе не могут сделать всего того, что надо сделать. Им надо помогать. Вот, значит, в октябре у нас вот только что прошел форум, да, там была специальная секция для молодых специалистов. Мы планируем в следующем октябре как бы вот собрать молодых специалистов за круглым столом с представителями власти, где надо отвечать не только на вопросы, что вы должны уметь, что от вас требуют и так далее, но что и вам за это будет. То есть вот профсоюз со своей стороны как бы обращается с инициативой к Институту развития образования, к министерству, да. Вот такое мероприятие мы проведем, как бы мы решим финансовые вопросы, связанные там, с помещением, с организацией там, культурной программы и всего остального. А вы нам должны помочь, чтобы как можно больше специалистов присутствовало, чтобы они получили ответы на свои вопросы. Когда, наконец, заработают нормальные ипотечные программы, я подчеркиваю, никаких бесплатных подарков никому не надо. Нужно просто сделать так, чтобы он на свою зарплату, честно работая, смог приобрести себе жилье, достойную зарплату, отвезти детей в детский сад и так далее. То есть нужны просто нормальные условия, никаких подарков. Вот в этом плане. У нас достаточно, к сожалению, категории населения, кому нужны именно государственные вливания. Молодежь к этому не относится. Они молодые, здоровые, с образованием люди, они сами себе пробьют дорогу, просто надо предоставить определенные условия. Вот с помощью вот этих советов, когда они объединяются, республиканский, до него, знаете, далеко. Можно назвать его клубом молодых педагогов. Я не хочу тянуть одеяло на профсоюз, чтобы никто не думал, что я пришел кого-то агитировать, вступать в профсоюз. Это можно как угодно назвать, только его сверху не создать. Сначала это должно образоваться на территориях муниципальных образований, а потом уже они сами решат,
насколько им нужен этот республиканский орган или не нужен. Вот, вопросы они должны ставить любые, самые острые. А мы с вами, если берем на себя высокое звание наставников, должны уметь на них отвечать, строить программы, дорожные карты, как сейчас модно говорить и так далее. То есть в течение ближайшего времени все молодые специалисты должны знать, что будет через год, через 2, через 3. То есть программа должна быть 2018, а не 2020, 2030, как сейчас модно. Это их не интересует. Вот что мы готовы им предложить и что от них потребуем. Тем более, что сейчас требования вообще к молодым специалистам ужесточаются. И в плане моральной подготовки, и профессиональной подготовки. Вообще, вот, Игорь Анатольевич хорошо рассказал, это действительно, наверное, правильно, да? Что не всех можно подпускать к работе. Но надо ведь ходить по земле, на сегодняшний день мы вынуждены брать всех, кто придет, а там уж как получится. И не всегда человек сам может определить. Ну, мало ли, что у нас не получалось. Здесь есть в аудитории хоть один человек, которого там в 25 лет все получалось, тем более в 20. Да нет, наверное, нет таких людей. И важно, если рядом окажутся люди, которые вовремя помогут. И я уверен, что наш Сыктывкарский университет достаточно хорошо работает и выпускает достойных специалистов, и у них все получится. Спасибо. Спасибо, Михаил Юрьевич. И такие положительные эмоции вызывает именно ваше выступление, потому что мы понимаем, что именно исходя из выстраивания планов работы профсоюза, университета, всех образовательных организаций, мы можем создать именно ту площадку, где будет комфортно молодому педагогу. Эта комфортность, на самом деле, состоит из множества позиций. Это комфортность, связанная с профессиональной адаптацией, комфортность социальная, комфортность и моральная, для того, чтобы молодой педагог понимал, у него есть будущее, будущее в профессии. Спасибо. Уважаемые молодые педагоги, я думаю, у вас есть вопросы. Я бы хотела, чтобы мы все-таки сформировали позицию, которая была бы заявлена от молодых педагогов. Михаил Юрьевич говорил о создании клуба молодых педагогов и о том, что действительно в рамках каждого муниципального образования могут создаваться объединения молодых педагогов, которые и будут направлять органы государственной власти на решение проблем. Вот эта направленность вашей позиции в адрес органов государственной власти, она тоже очень важна. Молодые педагоги, ваше мнение? Кто из присутствующих молодых педагогов не верит в то, что он может стать главой республики? Кто не верит? Поймите, вот общественная работа, она хоть и бесплатная, сейчас это не модно, да, но это как бы опыт. И через это прошли. Если вы хотите делать карьерный рост, неважно где, в отрасли образования или в органах исполнения, законодательной власти, где угодно, нужен просто опыт, и самое простое его приобретать, когда вот вы решаете свои проблемы. Вас никто не заставляет решать какие-то другие, да? Вот на республиканском уровне можно решить проблему надбавок молодых специалистов. Она, в принципе, решена. Она каждый год меняется, увеличивается и так далее. Да? Можно решить проблему упрощения процедуры аттестации. Тоже есть в нашем соглашении с Министерством образования и так далее. Но вопросы социально-бытовые, они решаются конкретно в каждом муниципальном образовании. И там, если от вас инициативы не будет, то вот они и будут годами не решаться, понимаете? Вот, у нас есть, в принципе, механизмы организовать вам встречу с властью, но от вас должна исходить инициатива. То есть вас должны быть уверены, что вы действительно хотите работать в образовании и в этом муниципальном образовании, а не так просто еще пока вот думаете или это временно, пока в Сбербанке место не освободится. Да, на такой ноте мне хочется завершить ваше выступление. Молодые педагоги, я знаю, что сегодня в студии присутствуют участники проекта «Молодые педагоги». Мы вместе с университетом его начали летом 2017 года. Была проведена летняя сессия, но сессия была все-таки таким нашим подтверждением методической помощи педагогам. И только в рамках форума мы начали понимать, что методическая помощь только это одна сторона нашего наставничества. Мы должны действительно показать, каким образом в принятии решений на уровне государственной власти могут принимать решения и могут участвовать в принятии этих решений молодые педагоги. Павел, хотела бы вам слово предоставить. Павел здесь, Павел участник проекта «Молодые педагоги».
И в рамках форума Павел представлял и свой опыт уже практической деятельности. Очень активный молодой человек, который принимает участие в различных и общественных мероприятиях, является одним из лидеров развития инновационного направления в образовании робототехники. Павел, как на ваш взгляд, есть ли необходимость включаться именно в общественное обсуждение молодых педагогов? Принимали ли вы какие-то решения, может быть, на уровне своей образовательной организации, которые касаются социальных вопросов? А может быть, в этом нет необходимости, потому что что касается социальных вопросов, таких у нас проблем пока в образовательном учреждении не возникало. В основном у нас есть методическое объединение, что-то происходит там. А так вот на каких-то там собраниях, там социальные вопросы необычно как у нас. Не понимаете? А у вас они есть вообще? Есть. У нас, как правило, как там собрание проходит? Кто за? Единогласно. Вас это устраивает? На самом деле, да. Честно говоря. Да потому что все, что исходит от руководства, в принципе, я не считаю, что оно у нас безграмотное. Поэтому то, что они предлагают, я считаю, это имеет право на жизнь. Поэтому почему бы не поддержать? Спасибо, Павел. Такая точка зрения имеет место быть. Очень хорошо, коллеги. Присоединяйтесь, молодые педагоги. Мы сегодня говорим о роли профсоюза в вашем становлении. Хотела бы от вас услышать обратную связь. Потому что действительно, когда мы говорили о создании клуба молодых педагогов, все-таки мы говорили о методической форме сопровождения. Может быть, только она и нужна нам? Либо все-таки включение профсоюза и ваше включение в общественную жизнь республики тоже важно? Молодые педагоги. Хочется слышать какую-то обратную связь. Елена Васильевна, да, предоставляю вам слово. Елена Васильевна является начальника учебного управления государственного университета. У нас в этом году уже опять прошла одна из сессий, связанных с трудоустройством выпускников по крупной группе образования и педагогические науки. Естественно, управление образования со всей республики приезжает, то есть они пытаются привлечь к себе молодых педагогов, но мы тоже констатируем, что одна из проблем – это социальная, то есть где человек будет жить. То есть, поскольку те обучающиеся, которые у нас выезжают на практику, даже в те муниципальные образования, откуда они родом, они констатируют факт, что то есть нет условий в части проживания. Или, то есть, например, там, не знаю, спортивный зал, то есть без того, чтобы были какие-то душевые, еще что-то. Условия основные. Ну и заработная плата. Хотя по тем муниципальным образованиям, которым я в прошлом году занималась, то есть уровень заработной платы, я бы сказала, более чем достойный из того, что предлагается. Но, к сожалению, молодые люди, то есть, ну, наверное, как и все, как и мы в молодости, все хотят театр, чтобы они были рядом. То есть какие-то социальные детские сады, школы престижные достаточно. Поэтому мы констатируем, естественно, определенный отток обучающихся, то есть наших выпускников по данной окрупненной группе в центральные, да, в центральные регионы, то есть нашей Российской Федерации, в Москву, в Санкт-Петербург. Чего, конечно, не хотелось. Но хотелось бы, чтобы наши выпускники работали все-таки на благо нашего региона. Спасибо, Елена Васильевна. Уважаемые молодые педагоги, я знаю, что есть представители сельских школ республики в нашей студии. И в рамках проекта «Молодые педагоги» у нас были участники, коллеги. Так. А может быть, в студиях муниципальных образований есть молодые педагоги, и мы готовы вас подключить через несколько минут, если вы нам об этом сообщите. Спасибо, коллеги. Мы тогда продолжаем наше с вами профессиональное общение. И одним из вопросов, который был поставлен перед нами, как организаторами круглого стола, был вопрос, связанный с аттестацией. Молодые педагоги в настоящее время являются очень активными и желают уже в течение первого года своей профессиональной деятельности включиться в процедуру аттестации. Поэтому мы пригласили Светлану Анатольевну Нуркову, заведующую Центром аттестации педагогических работников нашего института, для того, чтобы Светлана Анатольевна представила вам не только информацию, но и обозначила те профессиональные траектории, которые вам необходимо понимать, осознавать для того, чтобы аттестация для вас была процедурой оценки ваших уже сформированных профессиональных компетенций. Светлана Анатольевна, вам слово.
Добрый день, уважаемые коллеги. Если говорить о программах, связанных с молодыми педагогами, наставничеством, профессиональным развитием, то эти вопросы неразрывно на сегодняшний день связаны с аттестацией. Причем они связаны с аттестацией не только на республиканском уровне, такие задачи перед нами стоят на уровне федеральном. И если говорить вот об этих составляющих, да, то здесь очень много моментов, при которых, да, вот и в которых как раз молодые педагоги оказываются в наиболее выигрышном положении. Ну, вот попробуем коснуться их. Если, допустим, вот сейчас организаторы меня ориентировали на то, что, возможно, сначала возникнут вопросы. Если сейчас прозвучат вопросы, то я ответы на них постараюсь интегрировать в свое выступление. Дадим паузу на пару? Я думаю, что вы продолжаете, а мы тогда посмотрим, какие вопросы. Я просто по опыту знаю, если я буду продолжать, люди смущаются зачастую задавать вопросы. Я могу говорить долго, красиво. Светлана Анатольевна предлагает нам вступить в обсуждение данной процедуры. Коллеги, молодые педагоги, может быть, у вас возникают вопросы, тогда Светлана Анатольевна уже высказала свое выступление именно по той рекомендуемой форме, которую вы сейчас нам определите. Коллеги, по аттестации вопросы есть в нашей студии? Есть у университета. Начали процедуру аттестации, то есть тот уровень образования, который получил выпускник. У нас были ранее вопросы, что люди получили магистерское образование, и, к сожалению, что это не учитывалось при процедуре аттестации. Точно так же при процедурах аттестации не учитывается звание кандидата наук, да? То есть это не предполагает нормативные акты Российской Федерации. И в данном случае речь идет о совершенно конкретных основаниях, по которым, единственно по которым принимает решение аттестационная комиссия. Да? То есть вот об этом идет речь. С другой стороны, я знаю молодых педагогов, которые зачастую, не имея базового педагогического образования, устраиваются работать в сельские школы, это очень приветствуется в Республике Коми. Тот же Печорский район, да, потрясающий дефицит, да, педагогических кадров. Они в процессе уже работы получают дистанционно, заочно педагогическое образование и весьма эффективно трудятся. Так вот, как раз отсутствие педагогического образования при условии, если человек принят, да, в школу педагогическим работником, не является препятствием к аттестации. Да? То есть я думаю, что вот с точки зрения, опять же, молодого педагога этот фактор весьма высок. Еще вопросы, пожалуйста, девушки. Действительно, возможность такая хорошая, несмотря на то, что у нас очень хорошо организационно и информационно поставлена работа, то есть нам звонят, да, вот напрямую консультируются абсолютно по содержательным вопросам и предметного толка, да, и толка методического, то есть мы даем эти ответы, но тем не менее вот есть живые, да, вот люди, у которых есть вопросы или проблемы. Правильный вопрос университету поставил. Его поставить за то, что магистр надо добавлять баллы, за то, что кандидат наук тем более. То есть еще до того, как он начал сдавать экзамены и сдавать портфолио. Это вообще вопрос очень правильный. Это хороший вопрос, потому что вы знаете, что в Российской Федерации внедряется национальная система учительского роста, где уровень магистратуры, он в эту систему уже вписан. И то есть хотелось бы понимать, как сегодня то есть республика свои действия связаны с аттестацией профессиональных педагогических работников коррелирует вот с этой национальной системой. То есть где там уровень магистратуры, сюда же вписать систему наставничества, которую совместно с природой, то есть развиваем. И я думаю, что у нас на территории республики, поскольку у нас численность населения не очень большая, то есть достаточно, я бы сказала, ограниченная численность и педагогических работников по сравнению с другими субъектами. То есть мы могли всю территорию республики таким образом, с учетом наших возможностей. Здесь очень важно, что на программе магистратуры все-таки обучаются у нас именно молодые педагоги. Да, мы проводили анализ еще в прошлом году, и мы увидели, что действительно это педагоги, которые имеют стаж работы от 1 до 5 лет. И очень важно как раз поддержать педагогов, которые включаются в новый уровень образования, приобретают другие профессиональные компетенции, они сильно другие. Это компетенции, связанные уже с научно-исследовательской деятельностью. Это более высокий уровень работы аналитический. И, конечно, если мы говорим о процедуре аттестации, которая в том числе оценивает профессиональные компетенции, хотя здесь много еще других составляющих, это было бы очень важным фактором поддержки молодых педагогов. Спасибо. Можно дополнить еще маленькую Елена Владимировна?
Конечно, дело в том, что вы знаете, что мы проектируем на прием, начиная с 2018 года, образовательные программы магистратуры, которые не направлены на молодых педагогов. Эта программа связана с управлением образованием, то есть где мы бы хотели видеть директоров, да, завучей соответствующих. То есть программы, связанные с работой с одаренными детьми, то есть где учитель же должен иметь определенный опыт работы с подобной категорией обучающихся. Связано с методическими разработками в системе образования. То есть мы координировали с вами как раз наименование таких образовательных программ. Естественно, там хотели бы видеть педагогов, то есть уже имеющие проблема с оплатой образования. На второе образование платное. Нет, уважаемые коллеги, поступление на программу магистратуры. Это не второе, это следующее. Уважаемые коллеги, потому что у нас выпускники сейчас заканчивают бакалавриат, и они имеют возможность получить бюджетное образование именно в рамках магистратуры. И очень важно, уважаемые коллеги, что действительно, когда мы проектировали уже в этом году новые программы для университета, мы обсуждали с ректором университета возможность включения именно модуля по наставничеству. Потому что наставничество в настоящее время, оно имеет очень много форм. Международные практики, они изобилуют технологиями, которые представлены именно в зарубежных практиках. Поэтому, уважаемые коллеги, наверное, тоже может быть как анонсирование магистерской программы, которая в следующем году приобретет еще и новое профессиональное звучание. Это программа, которая будет связана с работой именно с одаренными детьми. И управлением образования должно действительно поменять некоторые моды для того, чтобы мы готовили управленцев, которые тоже могут и должны быть наставниками молодых педагогов. Поэтому институт наставничества, он будет развиваться. И, конечно, хорошая подготовка теоретическая, она в первую очередь возможна на программах магистратуры. Поэтому, уважаемые коллеги, обращаясь ко всему муниципальному образованию, в настоящее время идет формирование целевых заявок на программу магистратуры. Поэтому, уважаемые начальники управления образования, директора школ, обратите внимание на программу педагогического образования нашего опорного вуза. Это именно тот формат встраивания вас, как управленцев, в новую систему, инновационную систему управления образованием Российской Федерации. Спасибо, Сандра, наверное, вам слово. Да. Уважаемые коллеги, я обещала интегрировать вопросы в свое выступление, поэтому это можно сделать самым разным образом. Мы говорим о магистратуре, да, и в контексте, да, продолжения обучения молодого педагога, продолжения обучения педагога, имеющего стажа педагогической деятельности, магистратура может выступать, да, в аттестационных материалах как форма, да, разнообразная форма повышения квалификации. Разумеется, эти составляющие учитываются, да, при выставлении экспертов оценки, да, всесторонней оценки профессиональной деятельности как учителя, так и других педагогических работников. Да. Здесь этот аспект касается абсолютно всех, и понятие «молодой педагог» касается ряда педагогических должностей. Поэтому в этой связи, безусловно, этот учет происходит. Но вот по мере того, как говорили мои коллеги, я пришла к выводу, что необходимо выступить с предложением о проведении открытого или более закрытого, да, круглого стола нас, наверное, с представителями вузов. Потому что накопился ряд проблем, связанных, да, с тем, как представляются материалы в аттестационном портфолио, и зачастую и у молодых педагогов они имеют форму и содержание гораздо ниже, да, чем средняя курсовая работа, предположим, на втором или на третьем курсе. То есть, соответственно, определенные задачи при выстраивании компетентности к аналитической деятельности, на сегодняшний день разработчики ИНСУР ее выделяют особым образом, стоит перед магистратурой. Да? То есть умеют ли выпускники, да, имеющие статус бакалавра, умеют ли выпускники, имеющие статус магистра, ну и, извините, в некоторых случаях даже кандидата наук, системно, целостно анализировать свою профессиональную деятельность. Итак, к чему мы с вами приходим? Да? То есть у нас в 2014 году меняется акцент на портфолио, оно перестает быть папкой накопления неких достижений, что зачастую приводит к формализму, да, и непониманию, да, этой папки. Оно приходит к компетентностному портфолио, и основное требование практически ко всем составляющим аспектам, да, аттестации связано с умением, да, наших коллег выстраивать программу своей профессиональной деятельности в управлении наставничества и компетентность обеих сторон. Ставить в этой программе
ставить цели, да, рассчитывать ожидаемые результаты и риски. И вот как раз здесь начинаются основные проблемы педагогов при аттестации. То есть зачастую именно вот эти составляющие оказываются не сформированы еще с момента обучения в высших учебных заведениях. И если говорить о целях даже не технологического плана, даже не о компетентности в ракурсе методической, а о предметной, то здесь мы сталкиваемся с очень большим количеством проблем. То есть педагоги, да, в том числе и молодые, причем я не исключаю стажистов тоже, на них сильно повлиял вот такой вот тренировочный аспект, да, единого государственного экзамена, который просуществовал на протяжении многих лет, и на стажистов повлиял. Ну, а уж тем более зачастую растерялась молодежь, да, то есть им-то как быть в этой связи. То есть и предметное содержание большинством на сегодняшний день педагогических работников нашей республики, оно зачастую представляется не системно в аттестационном портфолио, и это очень хорошо просматривается, да, то есть насколько педагог компетентен в рамках, да, своего предмета. Если системное представление предметного содержания имеет место быть, поверьте, да, никакой сложности в рамках профессионального и становления, и развития у педагога не возникает, да, при выстраивании своей профессиональной деятельности уже в реальной практике в школе или где он еще может трудиться в некой иной организации, осуществляющей образовательную деятельность. То есть вы уже, уважаемые коллеги, понимаете, да, что на сегодняшний день содержательное, технологическое, аттестационное портфолио – это прежде всего системное представление своей профессиональной деятельности. Начиная от понимания, да, того, как я реализую программу, каким ожидаемым результатам приходят мои обучающиеся, насколько эти результаты соответствуют требованиям ФГОС, какие шаги, да, профессиональные я предпринимаю для того, чтобы те затруднения, которые возникают у обучающихся, предотвратить, да, и как какой-то мой позитивный опыт транслировать, да, среди своих коллег, развивать его, совершать следующие шаги. То есть на сегодняшний день аттестационное портфолио вот такая составляющая. Разумеется, я не буду вам сейчас говорить о всех его компонентах, да, и перейду вот как раз к моментам, наверное, организационно-методическим. На сегодняшний день у нас, уважаемые коллеги, каким образом создается, это, наверное, опять же полезно знать многим присутствующим, как создаются модели портфолио. Вещь сложная, разработческая, но именно в Республике Коми возникла такая позитивная и конструктивная практика, связанная с тем, что к разработке каждой модели портфолио имеет отношение вся педагогическая общественность республики. Как это происходит? Да? То есть первые разработчики – это наиболее, да, вот, прогрессивные, передовые представители той или иной педагогической должности. Потом идет активное обсуждение среди членов и экспертов республиканской аттестационной, да, комиссии. Все эти люди, как правило, практики, да, практики в деятельности школ или других организаций образовательных или осуществляющих образовательную деятельность. То есть подобные модели вывешивались и вывешиваются на сайт Института развития образования. И эти же модели могут, в зависимости от количества поступающих, да, предложений от педагогической общественности, претерпевать определенные изменения в летний период, о чем доводится до сведения, опять же, педагогической общественности. Такие решения принимаются централизованно на заседаниях Республиканской аттестационной комиссии, да, путем голосования. Членов Республиканской аттестационной комиссии у нас больше 200, да, то есть при этому, как я сказала, предшествует предварительное обсуждение. Но, тем не менее, я обещала, уважаемые коллеги, вам сказать, почему молодой педагог в наиболее выигрышном положении. Ну, как вы знаете, да, ломать не строить. Так вот, пока у вас не сложились, да, какие-то сугубо свои стереотипные формы профессиональной деятельности, отношения, да, к предмету своему, то вам имеет смысл, да, в ракурсе того же методического сопровождения обратиться к нашему сайту. Путь очень прост. Его, как правило, знают все методические службы районов, ну и так или иначе эта работа ведется и в государственных образовательных организациях, и необразовательных тоже. Путь очень прост. Перерод, деятельность, аттестация. И рубрика аттестация содержит ряд разделов, подразделов,
позволяющих вам сориентироваться в том, как же вам действовать на том или ином этапе профессионального развития. Но, наверное, самым главным и самым важным является сами модели портфолио по вашим педагогическим должностям. Сегодня, да, в большей степени мы говорим о должности учитель, да, учитель общеобразовательной школы. И в этой связи, да, уважаемые коллеги, свой взор на модель портфолио, да, в новом аспекте обратили методические службы, и буквально вот весной 2017 года все-таки пришли вот к такому выводу, да, вывод тоже имел такое вот решение, да, принятое и обсуждаемое на разных уровнях, что если мы, да, вот в систему деятельности методических служб школы, муниципалитета, да, включаем те составляющие портфолио, да, которые отразили требования федеральных образовательных стандартов, профессиональных стандартов, то, по сути, мы подготовим учителя за 5 лет к аттестации. Молодые педагоги в силу динамичности, да, в силу того, что им не нужно ломать себя, да, и серьезным образом коррегировать форму своей профессиональной деятельности, с первого дня, да, вот своей работы, и даже еще обучаясь в вузах, могут познакомиться, да, с моделями портфолио, с тем, чтобы запланировать на период 2 года, а этого периода достаточно для того, чтобы подготовиться к аттестации на первую категорию, или, да, на период 4 года, если очень постараться, то можно аттестоваться на высшую категорию за этот период. Подготовить себя вот к тому самому профессиональному развитию, накоплению знаний, умений, опыта. И, по сути, для вас портфолио выступает таким подробным планом, да, которое при вашей нормативно-правовой, социальной грамотности даст вам возможность достичь этих целей. Вот. Хочу обратить ваше внимание, вот сегодня действительно педагоги молодые, в том числе, не слишком активно задают вопросы. Мы активно взаимодействуем с университетом, да, спасибо вам за это. То есть вот здесь, наверное, вот путь совершенно неправильный. Для вас есть вся информация. Да, для вас есть все координаты, то есть вы можете писать, вы можете звонить, вы можете приходить на живые консультации. Ну, у нас вот обычно так утром дверь открывается, и кто-то говорит, да, я из Ю-2. Вот. И, по сути, начинается консультация. То есть мы можем действительно организовать, наверное, консультацию для 80% педагогических должностей просто в рамках самого центра аттестации. То есть мы можем привлечь своих коллег, мы можем сориентировать вас, на какие курсы повышения квалификации вам следует поехать, чему стоит обучиться. Но и если еще раз, да, вот резюмировать составляющие недостаточности, да, вот чего-то для того, чтобы аттестация у нас была успешной, эффективной, еще раз, уважаемые друзья, обратите внимание на системную свою профессиональную деятельность с технологической точки зрения и на системную свою профессиональную деятельность с предметной точки зрения. Очень грустно, да, и, честно говоря, бывает досадно, когда мы не знаем предмет, да, это раз. И второй момент, когда наша профессиональная позиция грешит не тем, что мы учитель, да, вот, а на прямой вопрос учителя математики, ребята, ну кто, вот как вы себя позиционируете, зачастую ребята отвечают, да, имеющие уже стаж 2-3 года, мы математики. Вот. То есть мы не учителя, мы математики. А математика — это, к сожалению, тот человек, который выйдет к доске, да, и всем покажет, как он прекрасно умеет решать задачу. А учитель, да, научит ребенка овладеть тем способом, с помощью которого можно решать эту, подобные и любые, да, другие задачи. Поэтому вот эта составляющая тоже очень важна, и она представляет вот очень большой интерес с нашей стороны. Я хочу обратить внимание еще на одну такую составляющую, что когда вот Институт развития образования приходил к новой модели аттестации, да, как я сказала, заявленную в первую очередь федералами, то соответствующим образом перестраивалась и система повышения квалификации. У нас, по сути, есть все модули в системе повышения квалификации, как очные, так и дистанционные, позволяющие, да, в том числе обеспечивать профессиональное развитие, да, как процесс аттестационный, так и обеспечивать положительную аттестацию как результат.
Поэтому, в принципе, уважаемые друзья, все в ваших руках, да, можно эти вещи нарабатывать, можно к этому стремиться. Ну и то, о чем говорил Михаил Юрьевич, льготные формы аттестации, мы их приветствуем, да, они существуют. И здесь речь идет прежде всего об очных профессиональных конкурсах, таких как учитель года, преподаватель года, мастер года, педагог дополнительного образования, сердце отдаю детям. То есть вот эти вот составляющие конкурсы, да, и лауреатство в них позволяет педагогу получать, да, в соответствующий период следующую профессиональную, да, квалификационную категорию. Ну, я же не отвечаю за декретную. Девушки молодые, они должны рожать тогда, когда надо. Уважаемые коллеги, даже не профсоюзы это решили, это на федеральном уровне решено. Нахождение в декретном отпуске, в случае, если вы уже наработали стаж хотя бы 2 года, никоим образом не является препятствием к тому, чтобы вы аттестовывались. Находясь в декрете, вы продолжаете, да, иметь трудовую книжку к организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вы можете аттестовываться даже в этот период. Вопросов по аттестации чрезвычайно много. Если вы в рубрике «Вопрос-ответ», опять же, сайт КРИРО, посмотрите, да, перечень вопросов за последние годы, да, начиная там, с осени 2014, то вы как раз убедитесь, что, наверное, порядка 80% вопросов связаны с аттестацией, мы на них отвечаем, да, мы стараемся быть максимально подробным. В редких случаях, да, приглашаем вас к живому общению, опять же, при непосредственной встрече или по телефону. Вот. Галина Владимировна, ну, я считаю, что вот в этом ключе можно завершать, но на что я еще раз хотела обратить внимание. 2 аспекта: профессиональные стандарты и национальная система учительского роста. Итак, профессиональные стандарты. То есть мы уже в 2015 году на республиканском форуме показали всей республике, что в нашем портфолио есть все точки роста, связанные с внедренными, внедряемыми и по сей день обсуждаемыми профессиональными стандартами. То есть вся структура портфолио подчиняется, да, вот тем концептуальным основам, на которых, да, зиждется и в отечественной, и в зарубежной практике педагогическая деятельность. Вот. Есть вторая составляющая — национальная система учительского роста и самый, наверное, известный сейчас документ — дорожная карта, связанная с ним. То есть и там возникает новое такое словосочетание — единые федеральные оценочные материалы. Сейчас идет активная разработка их для разных учителей и предметников. Обратите внимание, пока только для учителей. Идет апробация, да, в пилотных регионах этих материалов. Но опять же, обратите внимание, на какие составляющие обращают внимание разработчики ЕФОМов. То есть они обращают внимание на то, по сути, что я уже назвала: предметную компетентность, методическую компетентность, психолого-педагогическую компетентность и коммуникативную. Но это я к вопросу о том, что, друзья, надо активнее все-таки взаимодействовать, да, с профессиональным сообществом в том числе. Так вот, все эти компетентности, да, нам удалось включить в аттестационное портфолио, и они очень хорошо экспертами просматриваются. Да, и оцениваются соответственно. Поэтому, если говорить о том, что определенные оценочные материалы федерального значения будут внедрены в систему аттестации, то на сегодняшний день к ним уже нужно готовиться. И наше портфолио, да, если говорить о критериях оценки, уже является вот тем реальным живым механизмом, позволяющим к этому готовиться. Это вот одна составляющая. Безусловно, средством для такой подготовки являются и сами профессиональные конкурсы, да, вот, в которые включены педагогические работники, потому что это очень серьезная школа, особенно для тех, кто едет на Россию, да, эти бедные, да, в кавычках, люди имеют действительно совершенно уникальный опыт, да, вот такого вот сопровождения, да, и индивидуальных стажировок. Ну, что, наверное, вот каждый из нас бы хотел получить в своей профессиональной жизни. Вот, поэтому, уважаемые коллеги, обратите внимание, да, что у нас происходит. И
если вы обращаетесь вот к критике, да, вот существующей системе аттестации на уровне федеральном и разных регионов, то еще раз обращаю внимание, может быть, в некотором смысле, да, мы, заложив в портфолио точки роста, вот, явились вот неким регионом, я надеюсь, таких регионов много, исключением, где мы смотрим не только результативные показатели, да, но мы стараемся отслеживать процессуальные показатели. И еще один бонус в нашу корзину. То есть в публике Коми создана такая система. Ну вот мы же бережем своих педагогов, да, есть стажисты, да, которым довольно сложно перестраиваться. Есть молодые педагоги, которые еще чего-то не знают. То есть у нас система работает следующим образом. Если человек подает материалы на экзамен, аттестационный или на портфолио, да, и имеет определенные затруднения, ему сложно, да, вот с первого раза аттестоваться на категорию, у нас существует в институте такая система, как доработка, да, ну, пусть это название больше тяготеет к бытовому, но тем не менее о чем речь. Он получает от экспертной группы ряд методических рекомендаций, позволяющих ему доработать материалы до такого уровня, который уже будет в большей степени соответствовать заявленной категории. То есть вот эта вот составляющая, она также работает в системе. Поэтому если мы говорим вот о деятельностном подходе внедрения образовательных стандартов, то этого же подхода мы придерживаемся и при организации процессов аттестационных как средств профессионального развития педагогов нашей республики. Поэтому, уважаемые коллеги, вот это одна составляющая и вторая составляющая. Мы стараемся поддержать наших экспертов еще и в следующем начинании, и в том числе даже вот принуждаем иногда их это сделать. Писать не только рекомендации по доработке, но и для тех педагогов, у нас, к сожалению, таковых тоже очень много. Если они проходят аттестацию по минимальной границе, да, заявленной категории, и баллы еле-еле, да, дотягивают до нужного уровня по совокупности качественных характеристик, то мы им также, да, стараемся отослать в индивидуальном порядке, люди аттестуются добровольно, мы не афишируем, по крайней мере, пока это на уровне образовательных организаций, рекомендации по профессиональному совершенствованию. Работа крайне тяжелая, да, то есть это новое и для наших экспертных групп. Очень непросто написать человеку и научно, и доходчиво, чтобы тебя поняли и доработали, процесс произошел. То есть работа крайне, да, трудоемкая, психозатратная и так далее. Но, тем не менее, институт старается ее реализовывать. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Анатольевна. Очень грамотно, подробно представила вам процедуру аттестации. Действительно, в настоящее время, когда внедряется национальная система учительского роста, главным объектом является, конечно, педагог. Педагог, который находится постоянно в зоне профессионального развития. И многие регионы, в том числе Республика Коми, в настоящее время участвуют в обсуждении проекта национальной системы учительского роста. На сайте нашего института тоже представлена вся методическая платформа, которая позволяет вам познать, понять, попытаться воспринять новую модель аттестации, которая будет через 3 года уже внедрена. Но мы бы хотели еще представить один сервис, который разработан сотрудниками нашего института. Это бесплатный сервис, который основан уже на модели единых федеральных оценочных материалов. Самое главное для педагога, в том числе и для молодого педагога, это на ранней стадии выявить профессиональные дефициты. Зачастую сравниваю сейчас процедуру аттестации с процедурой ранней медицинской диагностики. Так вот, очень важно, чтобы именно на ранней стадии диагностики мы тоже могли у каждого из наших педагогов выявлять тот профессиональный дефицит, который уже не станет дефицитом сформированным, а который позволит именно скорректировать вашу профессиональную траекторию. И на нашем сайте такой сервис представлен. Это выявление профессиональных дефицитов. Мария Анатольевна Габова, проект по образовательной деятельности, представит данный сервис. Сейчас переключимся на сайт. У нас сейчас разработаны программы адресной методической поддержки школ, достижения предметных результатов. На главной страничке у нас есть баннер «Адресная методическая поддержка». Вот он.
верхний, адресная методическая поддержка по достижению предметных результатов. Здесь у нас представлен анонс тех программ повышения квалификации, тех модулей, которые разработаны были для учителей по всем предметам. Вот такой у нас видеоролик призывный. И ниже, пожалуйста. Еще ниже. Так, вот здесь вы видите две кнопочки. Кнопочка «Записаться» — это значит записаться непосредственно на курсы повышения квалификации. Кнопочка «Предварительная заявка на диагностику». Здесь мы сейчас пока собираем предварительные заявки от педагогов, которые хотели бы пройти диагностику профессиональных дефицитов. Сейчас у нас апробация прошла в ходе реализации вот этих вот модулей программ повышения квалификации. Я вот буквально сегодня заходила, посмотрела результаты, которые показывают наши педагоги. Сейчас пока апробация прошла у нас по предметной и методической компетентности. У нас там интегрированные задания представлены, которые разработаны на материалах ОГЭ и ЕГЭ. И там учителям предлагается не только решить, да, то есть показать всю предметную компетентность, но и пояснить на формирование каких умений учащихся направлено то или иное задание. Да, насколько сформированы те или иные умения учащихся, насколько не сформированы. Все такая вот оценка уже с точки зрения методической компетентности педагогов осуществляется. И мы проводили апробацию в первый день, да, когда учителя приезжали к нам на курсы. Результаты были достаточно низкие. От буквально там 1 балла из 10 по некоторым предметам до 5 баллов из 10 по другим предметам показали учителя. Но зато на выходе, да, когда мы проводили итоговую диагностику, там задания были уже более сложного характера, нежели на этапе вводном. Учителя показали достаточно высокий результат. По отдельным предметам в пределах даже 10 баллов из 10. Да? Ну так вот в среднем где-то 7-8 баллов справились практически все учителя на таком уровне. Далее мы планируем провести апробацию по психолого-педагогической компетентности. Подготовлены у нас уже вопросы. Нужно только вот эти вот тесты скомпоновать, да, такие вот комплексные тестовые. Спасибо, Мария Анатольевна. Уважаемые коллеги, поэтому используйте данный сервис. Он важен и для нас, и для федерального уровня, именно как ступень подготовки новой модели включения процедуры аттестации единых федеральных оценочных материалов. Я думаю, что именно ваше участие поможет не только в развитии образования, но прежде всего вам лично выявить профессиональный дефицит и получить рекомендации от наших экспертов. Уважаемые коллеги, у нас на связи Радик Хамитович Турбеков. Радик Хамитович является победителем конкурса «Молодые шаги», который проходил у нас в рамках проекта «Молодые педагоги». Радик Хамитович. Да. Мы вас уже слышим, но еще не видим. Сейчас у вас добрый день. Очень день. Рады вас видеть. Взаимно, но я вас не вижу. Да, сейчас. Вы знаете, так и должно быть, оказывается. Мы вас хорошо видим, и мы просим вас представить информацию, ваше видение роли педагога-наставника в профессиональном становлении молодого учителя. Нам очень важна ваша позиция и освещение этого вопроса. Радик Хамитович, вам слово. Спасибо большое. Да, спасибо. Я сейчас попытаюсь вывести презентацию на экран. Хорошо, спасибо. Так, переключить экран. Так, остановить. Так. На экран. Так. Уже видите? Нет, я хотел презентацию, подключить презентацию свою. Коллеги, пока мы все видим. Видите презентацию, да? Да, мы видим. Хорошо, спасибо. Отлично. Итак, как-то волнительно. Я сегодня, когда увидел программу, точнее не сегодня, когда увидел программку, увидел столько важных людей, которые, по сути дела, играли
сыграли в моей жизни, в моей педагогической жизни очень важную роль и вложили в меня такой, скажем так, весомый вклад. И, по сути дела, я, наверное, являюсь наглядным примером о том, о чем говорил Михаил Юрьевич и Светлана Анатольевна. Я свою педагогическую деятельность начал, скажем так, я окончил свой вуз, Челябинский государственный вуз, в 2004 году, а стал учителем в 2014 году. То есть, придя в школу, я не являлся молодым специалистом, так как по возрасту я не подходил. Но благодаря профсоюзу, благодаря деятельности школы, управлению образования Воркуты, мне помогли решить такие проблемы, как такого личного характера, как устройство моего ребенка в детский сад. Это предоставление мне жилья. То есть, и если говорить уже об аттестации, о чем говорила Светлана Анатольевна, то я, как воспользовавшись, скажем так, льготными условиями, согласно договору между профсоюзом и аттестационной комиссией, я, как участник конкурса «Учитель года», получил первую категорию, став лауреатом республиканского этапа. Слышно? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Так вот, если говорить вообще о деятельности педагога, о наставничестве, то мне кажется о том, что сам учитель, который готов прийти в школу, как сказал Михаил Юрьевич, это не просто образование учителя, учителем нужно стать, это нужно прочувствовать. И, конечно же, мы с вами часто слышим, что все-таки труд учителя – это удел своего рода энтузиастов, которые наверняка с детства видели себя в роли уже наставников. И здесь они видят себя уже наставниками для детей, для своих учащихся. И отрывной точкой, конечно же, стали наши учителя, которые нас учили. Именно благодаря им, наверное, мы определяем, кем мы хотим стать. Это сейчас мы говорим о предпрофильном образовании, тогда мы задумывались, кем мы хотим стать. И я могу с уверенностью сказать, что я уже в 5 классе хотел стать учителем истории, изучать историю. Но когда обучаясь уже в ВУЗе, увлекся археологией, увлекся экспедициями, говорить о школе я тогда уже не хотел, и все-таки, когда занимался археологией, все эти экспедиции у меня проходили в роли также наставника для школьников, потому что мы сотрудничали с дополнительным образованием, с центром дополнительного образования, где дети также выезжали, и мы работали как студенты, так и школьники вместе. И я хотел бы вам все-таки продемонстрировать своего рода образ учителя, образ учителя в советские годы. Таким нам представляли. Я не хочу сейчас приводить примеры, какой существует образ в советском, в современном образе, в современных кинофильмах, потому что иногда просто обидно, когда транслируется то, что просто не соответствует реальности, не соответствует действительности. И если говорить о роли педагога, позвольте я вам представлю такую находочку, и здесь представлены роли учителей, к примеру, роль учителя как учителя Эверест, и он подразумевает как роль учителя-оратора, и учитель, который преподносит материал с высоты. Учитель «Китайская стена». Как вы думаете, что это за тип учителя, что за роль учителя? Это учитель, который работает в пустоту. Учитель «Казанская сирота», не сирота казанская. Учитель словно просит учеников: пожалуйста. Учитель-локатор.
сожалению, есть такие учителя, которые ориентируются только на 2-3 человека, а что происходит в классе, его больше не интересует. Вот таким образом, да, можно видеть цель педагогическую абсолютно по-разному. Вот в своей педагогической деятельности я вижу свою роль как научить ребят находить истину. Как же молодому педагогу найти свою золотую середину, да, и быть успешным в карьерной лестнице, в профессиональной деятельности, то ответ на этот вопрос, он практически для всех будет звучать однообразно, это помощь и советы коллег. И я не буду сейчас вдаваться в подробности, углубляться, как уже сказала Галина Владимировна, роль наставника и определение наставника, оно многозначно, и везде оно звучит по-разному. Я расскажу лишь о своем примере, когда я в 2014 году пришел в школу на первом своем педагогическом совещании, это было в конце августа, директор моей школы, да, Марина Борисовна Герд, она представляла меня перед коллективом, и когда она меня представляла, она мне озвучила несколько моих наставников. И мне посчастливилось, попав в эту школу, я попал в дружный, сплоченный коллектив, и при этом в этом коллективе существует довольно-таки серьезная такая традиция, в которой считается, что если в коллективе есть одно слабое звено, то это звено будет тянуть весь коллектив вниз. И поэтому мне было к кому равняться, к кому стремиться, и мои помощники, мои наставники, они помогали мне в этом. Если говорить о наставниках, то, конечно же, это была и сама директор школы Марина Борисовна, и я хочу отметить просто всех своих наставников. Это и учитель русского языка и литературы, победитель различных конкурсов Погодина Галина Анатольевна. Это наш профсоюзный блок просто нашей школы, и учитель истории обществознания Елена Алексеевна Разгобуртина. Это учителя английского языка нашей углубленной школы по отдельным предметам Шитова Татьяна Васильевна и Стройнова Жанна Николаевна. И это все люди, которые мне напрямую помогали. Вот, если говорить, да, о том, что в каждой школе должен быть согласно плану, согласно дорожной карте свой наставник, как минимум должно быть 2, то у меня их было множество. Да, и, по сути дела, каждый учитель, к кому я не обращался, мне помогал и в методическом плане, и консультации, и посещали мои уроки, и приглашали на свои уроки. И помощь, она присутствует всегда и по сей день. И также немалую роль в моей педагогической деятельности сыграл, конечно же, наш дом учителя и школа молодого педагога, которая существует с 2011 года при управлении образованием. И вот, как показывает статистика, уже более 120 человек прошли эту школу, но основной процент – это, конечно же, выпускники, студенты Воркутинского педагогического колледжа. И если говорить о том, что существует ли, скажем так, наставничество между образовательным учреждением и школой, то я могу сказать, что в Воркутинской образовательной системе такая поддержка, она существует, потому что студенты Воркутинского педагогического колледжа, они также проходят свои занятия на базах наших образовательных организаций. И здесь им, конечно же, оказывается различная помощь, и нормативно-правовая, и помощь в организации учебной деятельности согласно федеральным государственным образовательным стандартам. Это вопросы, связанные с воспитанием, работа с родителями, что тоже немаловажно, и эта помощь тоже необходима молодым педагогам. Вопросы педагогического анализа деятельности, да, о чем мы уже говорили сегодня, для аттестации. И преподаватели школы молодого педагога при Воркуте, при
в Воркутинском доме учителя это опытные учителя с высшей категории, участники различных конкурсов, как учитель года, как педагог-психолог, учитель здоровья, победители ПНПО образования, ну и многих других профессиональных конкурсов. И если говорить вообще о занятиях школы молодого педагога, то происходит помощь и методического содержания. Все занятия проходят один раз в месяц, и существует электронная методическая база, которой может воспользоваться любой педагог и находится на электронном ресурсе, на сайте школы, на сайте Дома учителя, Воркутинского дома учителя. Также молодые педагоги участвуют в различных конкурсах, и учитель года, да, это в номинации педагогический дебют, и первые шаги, да, вот в этом году мы приняли участие, ну и в этом году также принимали в республиканском форуме образования, государства, общества. Ну, таким образом, я хотел бы сказать о том, что существуют все условия и созданы все условия для активного включения в учебно-воспитательный процесс школы. И то, что помогает мне и помогает другим учителям в освоении новых педагогических технологий, ну и помогает в работе к самообразованию, учит планировать, оценивать результаты в своей профессиональной деятельности. Но остальное, коллеги, все зависит, конечно же, от вас, какую роль педагога выбрать. Я, конечно же, желаю вам не быть, точнее, глухарями, китайскими стенами, а быть все-таки путеводителями для детей. И закончить свой доклад я хотел бы строками детского писателя Самуила Яковлевича Маршака: «Как зритель, не видевший первого акта, в догадках теряются дети. И все же ухитряются как-то понять, что творится на свете. Познавать мир вокруг себя – это естественная потребность ребенка, а задача учителя – сохранить детскую пытливость, любознательность на всю жизнь». Спасибо за внимание, готов выслушать ваши вопросы. Очень приятно вас слышать, действительно профессионально. И есть даже такие слова напутствия, молодой педагог, но очень важно, что вы уже, как мы понимаем, являетесь и наставником. Это очень важно, что вы приобретаете опыт наставничества через свою профессиональную деятельность. Вы сегодня говорили о том, что вы являетесь педагогом, который включен в педагогическую практику студентов. И это тоже форма наставничества. Спасибо вам. Коллеги, может быть, вопросы возникнут? Все, наверное, заметили, да, ее системности. Ради Халич, спасибо, что вы представили опыт Воркуты. Действительно, в Воркуте существует школа молодых педагогов. И именно Воркута за последнее время на республиканском комплексе является не только муниципальное образование, которое предоставляет возможность педагогам участвовать в республиканских конкурсах, но которые сопровождают и лидеров педагогического образования. Вот в этом году именно воркутинские педагоги стали у нас победителем республиканских конкурсов и учитель года, и воспитатель года. Радик Хамитович, успехов вам, профессионального развития, и мы очень надеемся, что мы увидим вас в проекте «Молодые педагоги» уже в роли наставника. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. У нас в студии присутствует молодой педагог Иван Николаевич Бабков. Иван Николаевич, вам слово. Это опыт Сыктывкарской школы номер 35. Действительно, управление образования Сыктывкара поддерживает молодых педагогов. И нам очень интересно услышать вас. И я обратила внимание, и Радик Хамитович, Иван Николаевич, это учителя истории и общественного знания. Пожалуйста, вам слово, Иван Николаевич.
Спасибо большое. Ну и в продолжении уже Радика Хамитовича, то есть мы оба в этом году принимали участие в проекте «Молодые педагоги», мы являемся победителями. Да, уважаемые коллеги, прошу прощения, действительно, это так, Иван Николаевич тоже является победителем конкурса «Первые шаги». Это очень важно. И демонстрация профессионального мастерства, она была заявлена в рамках образовательного форума образования государственного общества. И сегодня вы действительно будете говорить именно о своем опыте профессионального развития. Ну, я бы, конечно, в этом вопросе больше, наверное, представил опыт работы именно школы по организации наставничества. Конечно, то, что говорил Радик Хамитович, это действительно является основой. Сама по себе вот атмосфера в образовательной организации, это очень важно. И поддержка опытных учителей, стажевиков, молодым специалистам, конечно, это, ну, я думаю, первоочередное. Но, конечно, очень важно создать именно нормативные условия для работы молодых специалистов в школе. Поэтому я как раз вот именно с этим вопросом, с этим акцентом хотел бы, исходя из опыта школы номер 35, обратиться. Поэтому, конечно, вот Светлана Анатольевна сказала, действительно, в условиях продолжающейся реализации ГОСов общего образования, в условиях перехода на профессиональные стандарты, нам, администрации школы, тоже, в принципе, мы в этом году постарались актуализировать локальные акты школы по работе с молодыми специалистами. Поэтому, вот, конечно, основной документ для образовательной организации – это основная образовательная программа. И вот в вопросе организации наставничества именно кадровые условия, они в приоритете находятся у нас. Поэтому помимо основной образовательной программы, мы, конечно, еще разработали в этом году положение о наставничестве. То есть мы его пересмотрели с учетом последних изменений в нормативно-правовых актах. Положение о наставничестве у нас в этом году пересмотрено и разработано. Кроме этого, кроме положения, конечно, очень важен этот план о работе с молодыми специалистами в рамках общешкольного плана. То есть он у нас тоже имеется. Вот. Но очень важно, вот в этом положении, конечно, положение наставничества, мы прописали, кто такой наставник, кто такой молодой специалист, что такое вообще наставничество. Помимо целей, общих задач, мы прописали в целом руководство работы наставничества. То есть руководством у нас занимается заместитель директора по научно-методической работе с учетом деятельности школьных методических объединений, которые напрямую работают с учителями, с молодыми специалистами. Вот. Кроме вышеуказанных локальных актов, конечно, я бы еще остановился на плане наставника и плане молодого специалиста. Вот именно этот план является таким механизмом продвижения молодого специалиста, механизмом, может быть, повышения уровня профессиональной компетенции молодого специалиста. И в этом плане мы постарались отобразить все основные показатели, которые, опять же, Светлана Анатольевна проговаривала с учетом последних изменений портфолио. То есть фактически молодой специалист, приходя в нашу школу, он будет нарабатывать свои материалы, формировать свое будущее портфолио с учетом тех показателей, которые заложены именно там. Поэтому мы постарались максимально вот эти все изменения внести. Конечно, у меня хотел я задать вопрос Степану Анатольевне по поводу того, у нас модель портфолио действительно в этом году произошли изменения. Планируются ли изменения в 2018 году? То есть постарались ли учесть все принципы национальной системы учительского роста, потому что они понимают, что модель портфолио, она у нас постоянно совершенствуется. Насколько вот она у нас будет в 2017-2018 году, то есть будут ли какие-то изменения или все-таки... Да, в настоящее время нам даны рекомендации, что мы должны тайм-аут на 2018 год. Будут небольшие вкрапления новых позиций в рамках уже существующих критериев, но только с 2019 года нам предстоит действительно серьезная работа по изменению модели портфолио. Вы знаете, что в настоящее время уже утверждена дорожная карта по внедрению национальной системы учительского роста, и сейчас идет процесс активного обсуждения и разработки именно единых подходов, которые должны быть приняты на уровне Российской Федерации. Поэтому 2017 год это год такой именно нормативно-правовой паузы для портфолио, который уже существует, а новые формы портфолио других должностей, я говорю не об учителях, а о других должностях педагогических работников, они будут продолжать разрабатываться в штатном режиме.
Спасибо большое. Ну вот те документы, которые я обозначил, вышеуказанные, да, и плюс, конечно, ежегодные там организационные приказы, которые закрепляют именно наставника за молодым специалистом, вот они являются основными в рамках реализации основной образовательной программы нашей школы. Единственное, я хочу сказать, что вот эта система, которая у нас сейчас сформирована, она дает определенные свои результаты. И результаты, они заключаются, опять же, вот если мы будем смотреть по направлениям, во-первых, конечно, это самое главное, это успешная адаптация молодых специалистов в школе. То есть, может быть, неправильно применю термин, тем не менее, вот эта сохранность молодых специалистов, чтобы она была в образовательной организации, это очень важно. Вот я буквально посмотрел анализ предыдущего года, получается, что из 12 молодых специалистов, которые у нас были, все 12, они остались в нашей школе. Это замечательно. На начало учебного года, до следующего. Кроме того, конечно, второй показатель, это, об этом тоже сегодня речь шла, это курсы повышения квалификации, да, освоение дополнительных профессиональных программ. И здесь, конечно, в соответствии с законодательством действующим, образовательная организация должна минимум 1 раз в 3 года обеспечивать повышение квалификации педагогических работников. Мы стараемся и стремимся к тому, чтобы молодые специалисты у нас первые 2 года проходили курсы повышения квалификации. Вот. Конечно, здесь приоритет у нас идут именно федеральные государственные стандарты в рамках именно этих вопросов. Третье направление – это результативное участие молодых педагогов в профессиональных конкурсах. И вот, опять же, я напомню, что вот у нас в этом году действительно был республиканский заочный конкурс, да, первые шаги. И вот от нашей школы, от школы номер 35 города Сыктывкара, у нас было 6 участников, из них 2 победителя. То есть это все молодые специалисты. Кроме того, на муниципальном уровне у нас традиционно ежегодно тоже проходят конкурсы. Это педагогический дебют, это контрольно-оценочная деятельность. И там всегда у нас представлены конкурсные работы именно молодых специалистов. Поэтому здесь мы методически сопровождаем наших коллег. Вот. Ну и, конечно, еще один очень важный показатель – это повышение квалификации, квалификационной категории педагогических работников. И здесь, как Светлана Анатольевна сказала, есть возможность действительно молодых специалистов, отработав 2 года в образовательной организации, на 3-й год, если у них действительно есть результативность, они могут оформить документы, портфолио. Вот. И у нас ежегодно молодые специалисты тоже свою категорию повышают, поэтому вот на 1-ю категорию у нас ежегодно порядка, там, то есть каждый год у нас 2-3 человека, они в принципе результат показывают, и он отображается именно в 1-й категории. Вот я все, что хотел сказать, тоже из опыта школы номер 35 города Сыктывкара. Спасибо, Иван Николаевич. Нам очень важно, что вы представили опыт образовательной организации, и мы понимаем, что именно встроенная система включения молодых педагогов в работу организации, она именно и демонстрирует результаты вашей профессиональной адаптации. Мне кажется, вы очень хорошо ввели термин сохранности педагогов. На самом деле он очень многоемкий. И я правильно понимаю, что у каждого педагога есть наставник. Либо все-таки это команда наставников, как нам представил опыт Воркут Ради Хамитович, что это не один наставник, закрепленный за одним педагогом, а это не команда наставников. Ну, я хочу сказать, что в целом, конечно, у нас методическое сопровождение – это в основном, конечно, работа заместителя директора. Вот. Но у нас есть методическое объединение, школьное методическое объединение, где каждому предметнику, в зависимости от его профиля и направленности, оказывается необходимая поддержка. Тем не менее, у нас есть все равно персональный наставник. Да, поэтому мы не отказываем. И я хочу вам представить наставника Ирину Витальевну Гончарову. Ирина Витальевна приехала к нам из города Печора. Ирина Витальевна сегодня в нашей студии. Она приехала с молодым педагогом. Ирина Витальевна, вам слово. Мы очень рады, что вы присутствуете в студии. И мы сегодня... Нет, я встала, потому что я не могу. Так, ну, здравствуйте все. Я, конечно, не планировала выступать, но послушав это все, первый вывод, который для себя сделала: новое – это хорошо забытое старое. Когда 35 лет в этом году ровно я начинала работать, я пришла полна знаний с Сыктывкарского государственного университета, и первые 3 месяца я их выносила ученикам.
Меня не слушали, приходили с нулевыми результатами, не совсем не оценивали мои порывы. И я с благодарностью вспоминаю, значит, ну, как таковых наставников у нас не было, но был замечательный зал в нашей школе, Лисового Антонина Владиславовна, которая приходила на уроки, и которая вот очень тактично и хорошо все рассказывала. Причем она всегда находила, что вот, ну, здесь немножко не так, а вот здесь прекрасно. Вот, поэтому, конечно, потом я так думаю, что немножко наставничество ушло, и хорошо, что сейчас возрождается. Вот. Педагоги, которые ребята приходят, вот замечательно тут по поводу сохранности, действительно, ребята приходят все-таки в школу молодые, но иногда кого-то съедает быт, кого-то съедают дети, кого-то съедает то, что его окунули, значит, вот в эту работу и никак не помогают, потому что теория это одно, практика это совсем другое. И, честно говоря, я не очень понимаю, как можно, например, ну, оценить урок онлайн и так далее. Это все-таки должно быть живое сейчас вот здесь с этими ребятами. Вот, поэтому хорошо, что эта система сейчас возрождается. И единственное, все-таки у нас завершается мероприятие, мне хотелось бы пожелать всем молодым специалистам, неугомонных наставников, которые сами не сидят на месте и не дают вам затухать в быту, затухать в бумагах. Вот девушка послушала, пожалела. Мы начинали без такого количества, поэтому я вам желаю выдержать, вот, остаться в школах, потому что нашим школам нужны молодые специалисты. И, ну, наверное, все-таки эту систему очень хорошо развивать, поддерживать и продолжать. Потому что, и я так думаю, что действительно надо, ну, пусть один будет наставник, а ученики, ой, извините, студенты, молодые учителя ходят к разным педагогам. Вот замечательная система была педагогов, первый раз услышала, прям записала все. У одного, может быть, что-то одно, у другого другое, потому что все мы индивидуальные, и молодые ребята все индивидуальные. И хорошо, что юноши есть в школе, это прекрасно. Прекрасно. Так что всех с наступающим праздником, ну а вам держаться. Всего хорошего. Спасибо, Ирина Витальевна. Нам очень приятно, что именно наставник уже начал подать итоги нашего круглого стола. И позвольте мне резюмировать. Можно нашу презентацию, которую мы подготовили? Я очень надеюсь на то, что это только начало нашего с вами общения. Мы действительно выбрали форму круглого стола с участием наставников, молодых педагогов, чтобы поставить проблемные вопросы, но чтобы уже в рамках круглого стола и показать, что у нас есть практика, которая реализуется в наших образовательных организациях. Мы с вами сегодня говорили об институте наставничества. Мы определили, что миссия наставничества она действительно очень многозадачная. Сегодня говорили о том, что наши педагоги должны включаться и в систему национального учительского роста. Мы сегодня говорили о том, что действительно система организации наставничества – это система сотрудничества образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций. Это система, которая включает наших будущих выпускников в образовательную организацию, и уже система обучения уже позволяет им профессионально адаптироваться. Поэтому, конечно, мы понимаем, что проблема педагогической практики – это тоже проблема, но это и первый этап профессиональной адаптации наших будущих молодых педагогов. Нам очень важно, что именно наставники от образовательных организаций сопровождают профессиональную деятельность педагога, его начальную стадию. Мы с вами говорили, и я резюмирую, это то, что вы, уважаемые коллеги, нам определили, что мы действительно понимаем, что мы поэтапно формируем и развиваем личностные компоненты деятельности начинающего педагога, его функциональные качества. И, конечно, мы все понимаем, что педагог – это профессия, но профессия, которая имеет миссионерское назначение. Каждый из нас выступает в определенной степени миссионером наших будущих граждан, граждан Российской Федерации, у которых формируются не только предметные компетенции, но и формируется гражданская самоидентичность. Поэтому, конечно, в рамках нашего следующего круглого стола, либо информационной сессии, мы бы с вами хотели обсудить именно задачи, которые стоят перед наставниками
которые работают в образовательных организациях. Каким же образом нам определить круг обязанностей наставника? Мне очень важно, что в Сыктывкаре уже сформировано положение о наставнике. В Воркуте, я знаю, тоже есть нормативно-правовые документы, которые сопровождают деятельность наставника. Я знаю, что во многих организациях уже разработаны программы адаптации молодых специалистов. Вопрос, каким образом они реализуются? Каким образом они могут послужить примером для других образовательных организаций? Нам очень важно, что действительно наставников выбирают в образовательной организации. И сегодня был представлен опыт командной работы наставников. Но очень важно, чтобы требования к наставникам, они тоже были прозрачны и объективны. И, наверное, внутри каждой образовательной организации это должен быть выбор. Выбор коллектива образовательной организации. С одной стороны, понимаем, что у наших педагогов, наставников должен быть, и Елена Витальевна об этом сказала, конечно, и богатый жизненный опыт. Это должен быть педагог, который уже стабильно включен в профессиональную деятельность, но который готов делиться своим профессиональным опытом, который действительно готов к развитию у нашего выпускника, молодого специалиста коммуникативных навыков и учит его не только развиваться в предметной области, но прежде всего в коммуникативной, методической. Мы с вами говорили о том, что формы деятельности, они очень разнообразны. И я очень надеюсь, в рамках уже следующей информационной сессии мы с вами будем обсуждать и онлайн-сопровождение, которое, да, требует, конечно же, особого внимания, но мы бы хотели видеть онлайн-сервисы, которые существуют на федеральном уровне. Мы с вами говорили о том, что интерактивные формы работы – это те формы, которые применяются сегодня наставниками. Создаются банки конкретных ситуации, которые анализируются вместе с наставником, анализируются уроки, неучебная деятельность педагога, анализируются конкретные ситуации в ходе взаимодействия наставника и учителя. Конечно, очень важно, когда наши молодые педагоги включаются в научно-исследовательскую работу и представляют свой опыт на конференциях, включаются в обучение в рамках магистерских программ, конечно, участвуют и в профессиональных конкурсах. Мы с вами должны понимать, что каждый педагог-наставник должен быть готов. Но к чему готов? Готов к педагогической рефлексии, к развитию творческого потенциала молодого педагога. Он должен уметь обсуждать педагогический опыт и учить этому молодого педагога. И наставники, они выполняют разные функции. Это функции тьютера, и функция ментора, и функцию коуча. И, конечно, если мы говорим о сопровождении молодого педагога, то одна из интересных функций – это функция менторинга, это функция именно успешного сопровождения входа молодого педагога в профессию. Уважаемые коллеги, я, наверное, буду завершать, потому что это материал для нашего дальнейшего с вами обсуждения. Я очень надеюсь, что только первый этап нашего с вами такого совместного коммуникационного действия. Я очень надеюсь, что те вопросы, которые вы задали, может быть, сами себе, может быть, зададите нам, мы получим эту обратную связь, они послужат основанием для нашего последующего выстраивания взаимоотношений с вами, с образовательными организациями. И мы вместе с университетом, с нашим опорным вузом уже в следующий раз представим более, наверное, подробно в рамках информационной сессии формы и содержание работы наставников. Уважаемые коллеги, мы сегодня будем завершать. Я очень надеюсь, что у нас круглый стол прошел именно в форме круглого стола. Это было обсуждение, это было приобретение нового профессионального опыта. Я очень надеюсь, что мы получим связь не только от наставников, но и от молодых педагогов. Уважаемые коллеги, мы очень надеемся на вас, молодые педагоги, очень надеемся на наставников. И, конечно, мы желаем вам профессионального развития, тех успехов, которые вы на самом деле сами создаете. Поэтому живите в ситуации профессионального успеха. А мы вам в этом будем помогать. Уважаемые коллеги, до скорой встречи. Мы завершаем трансляцию круглого стола.
До новых встреч. Спасибо.